Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Меня очень часто спрашивают про российских оппозиционеров в моих стримах. Пишут в комментариях, как вы относитесь к такому-то российскому оппозиционеру, как вы относитесь к такому-то. И я всегда своим украинским знакомым, русским, чеченским и всем остальным пытаюсь честно, объективно, непредвзято, принципиально рассказывать свою позицию, так как я человек, который долгое время находился под российской оккупацией, находился в информационном российском поле, имею определенное представление об этих людях. Но сегодня я вам хочу рассказать о чеченце. Чеченце, которого сейчас Украина приняла, и сейчас он развернул активную деятельность. Я хочу предупредить украинцев об Ахмеде Закаеве и его ближайшем круге. Естественно, речь не идет о чеченских добровольцах, которые, как и я, были оболванены или будут еще оболванены. И чтобы не быть таким же обманутым, как и был им оказался я именно сейчас записываю это видео, в том числе именно поэтому. Потому что мне объяснить таких людей, к сожалению, не нашлось достаточно прямо, четко, которые могли бы мне это разъяснить и объяснить. Поэтому, несмотря ни на что, я сегодня записываю это видео. И дальше буду записывать эти видео и разъяснять людям, кто такой является Ахмед Закаев и его ближайшее окружение. Я приехал когда сюда, как я сказал, мне некому было мне объяснить. Чеченцы находились в очень зажатом положении, никто никому не доверял. Впрочем, и сейчас ситуация не намного лучше. Но я оказался в сетях Ахмеда Закаева, его этой театральной труппы. Я очень сильно включился, я поверил этим людям, я включился в работу, я начал всячески поддерживать, популяризировать его, привлекать внимание к нашей проблеме. Я об этом везде писал, говорил, снимал видео, участвовал в разных мероприятиях. Но в один прекрасный день, в 2020 году, меня вызвали на одно мероприятие, позвали один из членов из Ахмедовской, Закаевской этой труппы. И другой член сел со мной в машину и должен был, мы из Германии во Францию должны были поехать. И мы поехали во Францию. И побыв на мероприятии, на обратном пути, этот человек предложил мне работать на российские спецслужбы. Потрясение, шок, это не сказать ничего, но я сделал вид, что все нормально, и продолжил разговор, спросил его, а что интересует. Мне было важно знать, что нужно этим людям, что они от меня хотят. И единственная и главная задача, которая от меня требовалась в обмен на вознаграждения, приличные, хорошие, которые мне обещались, это было внедрение в украинское гражданское общество, в Украину внедрение. И я отказался, и в тот же день, на утро, я написал, как только добрался до Гамбурга, я написал заявление в полицию по этому поводу. Об этом прямо у себя в стримах открыто говорил, и говорю, и буду говорить об этом. И по истечению какого-то срока я, конечно же, всех поставил под подозрение, в том числе и Ахмеда Закаева, но это доходило до меня потихонечку, и я не мог не сразу всех заподозрить, так как просто сердце это не могло принять. Ни ум, ни разум, ни сердце это не принимало. И я понимаю тех людей, которые сейчас находятся вокруг Ахмеда Закаева и верят, что говорит этот человек, который правду не говорит вообще, наверное, никогда. И в итоге получилось так, что вся деятельность этой труппы после этой вербовки и того, как я озвучил, она сама за себя характерно говорила и убедила меня в том, что Ахмед Закаев и его ближайшее окружение являются не друзьями чеченского народа и государства. И незаконно являются теми носителями тех должностей, которыми они сами себя наградили. Этому тоже есть доказательства, и эти доказательства я буду приводить в своих стримах на YouTube-канале Reality, кстати говоря. В итоге
Сейчас, когда Ахмед Закаев очень сильно развернулся в Украине, я вынужден сообщить украинцам, потому что для меня тот, кто работает против Украины, тот работает против чеченского народа и государства. Потому что я убежден, что эти люди работают именно в угоду России и российского государства. В самом начале войны, когда наш генерал Иса Мунаев и со своими товарищами собирался выехать в Украину, Ахмед Закаев и его товарищи отговаривали его ехать туда. В конце концов, Ахмед Закаев сказал Исе Мунаеву: я готов тебе заплатить, ну тебе там типа дадут $1 000 000 и пост, большой чин, должность в окружении Кадырова. На это Мунаев, потрясенный, отказался и покинул. И все, больше после этого они не разговаривали. Сейчас же Ахмед Закаев очень активно включился. И та попытка вербовки, и те требования, которые им нужны были от меня, те условия, которые они мне выдвигали, что внедряться в украинское гражданское общество из человека из окружения Ахмеда Закаева, то поведение, которое было Ахмеда Закаева и его окружения в связи с вот этой попыткой вербовки и той информацией, которую я озвучил, и много-много еще фактов, которые я буду отдельно еще приводить, а также всего бэкграунда Ахмеда Закаева, однозначно приводят меня к мысли о том, что Ахмед Закаев и его ближайшее окружение, опять же, это не касается добровольцев, которые воюют. Потому что даже я, человек, который работавший в юридической сфере, который вроде бы должен был многие вещи понимать, даже я попался на эту уловку. Поэтому, конечно же, речь идет только же о ближайшем окружении Ахмеда Закаева и о нем лично. Поэтому я предупреждаю украинский народ о этом человеке, об этой труппе театральной, которые являются угрозой для безопасности Украины. И я призываю как можно быстрее нейтрализовать эту угрозу путем высылки этих людей наравне, конечно же, и с другими, и не только чеченцами, не чеченоговорящими, а вот с русскими, как можно быстрее, чтобы эти люди покинули вашу территорию, украинцы. Ваша победа – это наша победа, и нам это очень важно. Солнце свободы, сказал Джохар Дудаев, зайдет со стороны Украины. Закаев сказал, что он был свидетелем этих слов, и что чуть ли он не был соратником Джохара Дудаева. Это тоже абсолютнейшая ложь. Абсолютнейшая. Ни Ахмед Закаев не был ни воином, не принимал участие ни в одном сражении. Человек, который находился около политических, около военных кругов наших. Видимо, для сбора информации. Я это все говорю открыто, не юля, прямо, для того, чтобы украинцы услышали об этом, и чеченцы меня услышали, которые так же, как и я, могут пострадать, могут получить репутационный ущерб, а может быть и сильнее пострадать. И если бы не некоторые определенные люди и Божья милость, защита немецких правоохранителей, наверное, я бы тоже пострадал уже. Хотя, конечно же, это еще не конец истории. Именно поэтому я открыто, прямо заявляю об этом, чтобы предотвратить попытку внедрения, инфильтрацию российской разведки в украинское общество. Меня зовут Аслан Арцуев. Я являюсь руководителем, председателем правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия, город Гамбург, Германия. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине! И все будет Ичкерия.